Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Из-за нехватки сотрудников в Татарстане закрылись более 100 отделений почтовой связи. Работала одна, она 6 месяцев, и я не буду работать на эти деньги, она ушла. Я вот одна осталась сейчас. В проблеме разбиралась Ирина Васильева. Татарстанская делегация вернулась с 45-й сессии ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. И это победа прежде всего и гуманитарная, великая победа, и великая победа нашей страны. Как обсерваториям КФУ удалось получить статус всемирного наследия в непростой международной обстановке, рассказали сами участники события. Встреча двух героев. Всех воинов надо помнить. Книга памяти, она не просто так у нас создана в Татарстане. Герой России Расим Баксиков принял участие в открытии мемориальной таблички на родине героя Советского Союза Григория Романова. События. Рамиль Шайдуллин. Троих малышей из Казанского детсада сегодня экстренно госпитализировали в ДРКБ. Как сообщили воспитатели врачам, детям от 2 до 4 лет. Они были в полуобморочном состоянии, движения заторможенные. Скорая помощь доставила их в больницу. Как выяснилось, все малыши из одной семьи. Двойняшки, мальчик и девочка, и их младший брат. По информации из наших источников, дети могли отравиться медикаментами дома. Сейчас их жизни ничего не угрожает. После осмотра педиатров их отправили домой. Проверка в 373-м детсаду Казани по линии Роспотребнадзора не проводилась. В республике из-за нехватки сотрудников временно закрылись более 100 отделений почты. Это тенденция последних лет. Почтальоны, операторы связи, начальники отделений. По Татарстану сейчас не хватает 450 работников. Проблема особенно остро стоит в селах. Основная причина оттока кадров – мизерная зарплата. Где-то она даже меньше МРОТ, рассказывают сами почтальоны. Например, всего 8 тысяч рублей получает сотрудник почты поселка Куркачи в Высокогорском районе. Ситуация настолько критическая. В некоторых деревнях перестали разносить пенсии по домам. Ирина Васильева разбиралась в проблеме. Ну вот безобразие, конечно, это. Ну, почта не работает, вот и поэтому приехали. В Ленина-Кокушкино двери почты закрыты уже год. Ее открывают раз в месяц в день выдачи пенсии. Чтобы получить деньги 81-летнему Канафи Зайнулину, каждый раз приходится пройти 2 километра. Раньше пенсию приносили домой. Очень тяжело ходить. Не то, что у нас машин нет. Мы ходим пешком на палках. Откройте, пожалуйста, почтовое отделение начальника почты и еще одну почтальонку. Все, больше ничего не надо. В селе Ленина-Кокушкино работают 2 почтальона, разносят только газеты и журналы. Но обойти 3000 жителей не успевают. За последние 6 лет население выросло на 1000 человек. Чтобы обойти всех, нужен еще один почтальон. С закрытием почты в селе отключили банкомат. Теперь, чтобы получить наличные и оплатить услуги ЖКХ, нужно ехать в райцентр. Надо ехать, получать надо ехать. Это что это? Такой 21 год-то разве такой бывает? Я хочу сама получать. Я и не понимаю ее, сейчас не привыкли. Я, например, нынче вообще не подписала ни на какую корреспонденцию, потому что нет возможности. Она, когда она раздаст? Она все не обойдет. Через кого-то то придет, то не придет. Поэтому я тоже перестала подписываться. Сейчас здесь нужен начальник отделения. Если сотрудник найдется, то почту откроют, сообщили в Татарстан Почта.с. Ведем активную работу по укомплектованию штата. Взаимодействуем с центрами занятости населения как в городе, так и на селе. Поэтому всех призываем, если есть желание работать в дружном коллективе Почты России, обращаться в службу подбора персонала по телефону в Казани 22 11 868. Однако работать в почтовом отделении люди не торопятся. Зарплаты низкие, объем работы большой. К тому же нужно продавать сопутствующие товары. А это уже поселок железнодорожного разъезда Куркачи Высокогорского района. Почтовое отделение здесь есть, но оно тоже не работает. По словам местных жителей, помещение пустует уже больше полгода, а все письма, газеты, журналы жителей на весь поселок разносит один единственный почтальон. Сразу все газеты, все платежки, все почту заберем и домой приходим.
И вот по участкам все напишем, по участкам, по улицам раздаем. Отделение закрылось, зарплата уменьшилась, но работа прибавилась, говорит Асия Фатхулина. Теперь всю корреспонденцию, посылки, письма, субсидии и пенсии жителей она разбирает у себя дома. И раньше, когда начальник почты и оператор был, работали, там все сложили по улицам, там сразу готовое было. Иногда вот кто встречается, мы уже сразу отдавали. Так хорошо было, а сейчас никак. Доставляя почту, ежедневно Асия Фатхулина проходит более 10 километров. Квитанции 793 жителей она сама оплачивает в соседней деревне Чепчуги. За весь труд, говорит женщина, получает всего 8 тысяч рублей. Всю остальную сумму приходится зарабатывать, реализуя сопутствующие товары, рассказывает Асия. Первый участок, второй участок у нас было. На втором участке работала одна, она 6 месяцев. И я говорю, не буду работать на эти деньги. Она ушла, я вот одна осталась. Жители не представляют, что будут делать без почтальона. Хорошо, что вот одна семья у нас, они... Ой, зарплата у них мизерная. Я не знаю, почему они на эти деньги ходят. Просто безотказная. Поселок наш не маленький, а вот почему-то у нас почта вообще не работает. Это что, без почты мы как будем? Платежи, там, насчет пенсии тоже, вот куда вот обращаться? Насчет газет. Все равно почта нужна. Всем почта нужна. Сейчас и заказы, и все идет. Банкомат нужен. Да магазины нам нужны вообще в поселке. Сейчас в республике насчитывается 1011 отделений почтовой связи. 750 из них приходится на села, 261 на города. Из-за нехватки сотрудников временно закрыты более 100 отделений. Еще у 120 сокращен режим работы. Этими цифрами на заседании Президиума Совета муниципальных образований поделился директор Татарстан-почтаса Ильнур Махмутов. Сейчас в отрасли открыты 450 вакансий. Проблема актуальна для всей страны. Отделения почтовой связи закрываются практически во всех регионах России. Ирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Татарстан. К другим новостям. В Казани с Саудовской Аравии вернулась татарстанская делегация, которая участвовала в 45-й сессии Комитета ЮНЕСКО. Она проходила в Эр-Рияде. Именно здесь было принято историческое для нашей республики и страны решение о включении в список всемирного наследия астрономических обсерваторий КФУ. Представители делегации назвали это великой победой России. На мировом уровне признали ценность здания в самом университете и комплекса имени Энгельгарта в Зеленодольском районе. Как удалось получить почетный статус в непростой международной обстановке, рассказали сами участники события. Аплодисментами, цветами и крепкими рукопожатиями встречают татарстанскую делегацию из Эр-Рияда. Решение о включении астрономических обсерваторий в список всемирного наследия ЮНЕСКО депутат Госдумы Татьяна Ларионова назвала великой победой. Сегодня от России в списке 21 объект, в основном культурные, исторические и религиозные. Обсерватория стала первым с научной составляющей. Здесь наука, космос. Мы не случайно эту номинацию готовили в том числе с участием специалистов Роскосмоса. Для нас это было новое, поэтому и мы сами учились, и номинация вообще рассматривалась в том числе и ЮНЕСКО как одна из тех номинаций, каких представленность которых вообще в списке ЮНЕСКО сегодня минимальная, в целом, в общем списке. От России это единственный такой объект. Это победа прежде всего и гуманитарная, великая победа, и великая победа нашей страны. Попасть в список было действительно непросто. Комиссии представили 12 томов научных изысканий о ценности обсерватории. Вся работа проводилась под эгидой Российской комиссии по делам ЮНЕСКО во главе с Сергеем Лавровым. Усложняло рассмотрение и то, что комплекс включает 2 объекта в КФУ и Зеленодольском районе, и то, что в составе помимо здания оборудование и технологии, и непростая политическая обстановка. Поскольку мы все-таки находились на территории Саудовской Аравии, Республика Татарстан вообще очень такое уважительное отношение. Но если мы говорим, что вот в целом отношение к российской делегации, если хотя бы одна из стран высказалась бы против этой номинации, то этот процесс практически затянулся бы на несколько часов. И если бы не был достигнут консенсус, то в этой ситуации пошли бы очень длительные дебаты, мы бы пришли к голосованию. Сам факт, то, что услышав наши аргументы, ни одна страна не выступила против,
Хотя 5 стран, а это Япония, Бельгия, Греция, Болгария и Италия, это страны, которые, как сегодня принято говорить, недружественные. Тем не менее, все эти страны, они приняли нашу номинацию. Первым делегацию Татарстана поздравил Минтимир Шаймиев. Под его руководством и велась большая работа по включению обсерватории. На 45-й сессии ЮНЕСКО список всемирного наследия пополнился 45 объектами. Среди них Заравшан-Каракумский коридор Шелкового пути в Таджикистане, мемориальные комплексы геноцида в Руанде, деревянные мечети средневековой Анатолии в Турции, вулканы и лес Монпелье во Франции. Россия после включения в список обсерваторий КФУ поднялась с 9 на 8 место по числу объектов ЮНЕСКО и опередила Великобританию. Даже Москва и Санкт-Петербург у них по одному памятнику, но территория очень большая. У нас это уже 4-й в республике памятник ЮНЕСКО. И на территории района это 2-й памятник. И это является событием уникальным. Для обсерватории КФУ это новый важный статус и возможности для развития. Есть 5-летний план управления и долговременный до 2043 года. Казанский федеральный университет предусмотрел. Это касается и то, что касается реставрации, консервации, работы по благоустройству территории, парковой зоны, ну и так далее. Ну и самое главное, и научные исследования. И кроме того, большие средства будут вкладывать республика. Это тоже значительное подспорье, это соединение и федеральных, и республиканских денег позволит решить большинство вопросов. Включение в список ЮНЕСКО – это и гарантия интереса к объекту. Когда только начали возрождать Свияжск, в 2010-м Островград посетили 7 тысяч туристов. Сейчас уже 1 100 000 гостей. Такую популярность пророчат и обсерваториям. Лена Знатульна, Андрей Ключников, ТНВ «Казань». День героев в Аксубаевском районе. В селе Кривоозерки сегодня открыли мемориальную доску памяти земляка, героя Советского Союза Григория Романова. На открытие приехал герой России, командир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков. Оба героя, хотя и принадлежат к разным поколениям, имеют схожую биографию. Оба из простых семей, оба получили свои звезды героев после неравного боя с противником. Открытие мемориальной доски приурочили к 116-му дню рождения героя Советского Союза и дню вступления его в ряды Красной Армии. Этого момента сельчане очень ждали. В 2015-м Кривоозерской школе присвоили имя Григория Романова. Сегодня на ее фасаде появился памятный знак с именем и звездой героя. Это уже 11-е имя Героя Советского Союза и полного кавалера Ордена Славы, который мы смогли увековечить уже в общей сложности в 10 школах. С зимы 22 года проходит уже 10-е открытие таблички. Табличка простая и строгая, каким, по словам современников, был и сам Григорий Григорьевич, но за этой звездой и позолотой уникальная биография и бессмертный подвиг, ставший примером самоотверженности ради своей родины. Он родился в 1907-м, в 1941-м Григорий Романов был призван в ряды Красной Армии. В 1944-м, освобождая Польшу, в неравном бою 3 танка против 18 уничтожил 5 из них, получил ранения, но продолжил сражаться. В 1945-м получил звезду героя. А у нас там один Алеша. Этим летом его подвиг практически в точности повторил Расим Баксиков, который тоже стал героем страны. В бою экипаж его танка «Алеша» в одиночку уничтожил 2 танка и 6 бронетранспортеров противника. Сегодня для него особая честь почтить память Григория Романова. Это очень правильно. Героев надо помнить. Вообще всех воинов надо помнить. Книга памяти, она не просто так у нас создана в Татарстане. Ее надо читать, искать своих земляков, искать своих родных, почитать. Потому что тот, кто не знает своей истории, у него нет будущего. Экипаж Алеша и герой Советского Союза Романов Григорий Григорьевич. И вот они как бы встретились. У всех были в глазах слезы. И воспринято было нашими детьми, учениками, которые все смотрели. Больше проводить надо мероприятия вот в таком вот, как бы сказать, в таком примере. Нет в России семьи такой, где мне памятен был свой герой. Родственники Романова проживали в этом селе. Последнего не стало полгода назад. Сегодня память героя чтит новое поколение аксубаевцев. В 2015 году наша школа удостоилась такого величественного звания имени Героя Советского Союза Романова. И на самом деле
очень знаменательно то, что к открытию приехал тоже герой, который сейчас выполняет свои военные обязанности. Я очень рада этому. И мне кажется, когда мы узнали об этом, вся школа просто была в восторге. Берет гордость за таких людей, то, что они живут в нашей стране, жили в нашей стране, то, что воюют за нашу страну, защищают ее. Мне кажется, это очень храбрые, достойные люди. Открытие мемориальной доски проходит при поддержке Российского военно-исторического общества. До конца года по проекту «Имена героев» в Татарстане увековечат имена еще 6 наших земляков. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Аксубайский район. Власти Альметьевска собираются выбрать похоронное бюро, за связь с которым их обвиняли в сговоре. Что говорят в УФАС и какие санкции грозят чиновникам, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня второй день визита в Татарстан вице-премьера России Виктория Абрамченко. Сегодня с ней в Казанском Кремле встретился Рустам Минниханов. Сначала они прогулялись по резиденции. Райс республики показал гостям благоустройство набережной Казанки. На встрече Рустам Минниханов поблагодарил вице-премьера за внимание к экологии и вручил ей медаль столетия ТССР. Виктория Абрамченко заявила, по реализации национального проекта «Экология» республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Все проекты, которые реализуются в Татарстане, успешны и работы идут по графику. Виктория Абрамченко высоко оценила и развитие лесного хозяйства Татарстана. Сегодня она и руководитель Рослесхоза Иван Советников вместе с Рустамом Миннихановым посетили Сабинский район. В поселке Лесхоз расположен ряд передовых объектов по выращиванию и переработке леса. Они реализуются по национальному проекту «Экология». Это направление как раз и курирует Виктория Абрамченко. Какие всходы дают инициативы Татарстана и поддержка федерального центра, узнал Дмитрий Аренин. Бензопилы, воздуходувки, также применяем для тушения пожаров. По программе сохранения лесов национального проекта «Экология» лесная пожарная дружина Татарстана получила более 500 единиц оборудования, в том числе и квадрокоптеры. Из бюджета страны на это выделили 100 миллионов рублей. Благодаря всему этому оборудованию и нововведениям пожарная охрана может более действовать быстрее по пожаротушению и не только, то есть можем предотвращать эти пожары. Новинки достижений лесного хозяйства Татарстана сегодня в поселке Лесхоз показали вице-премьеру страны Виктории Абрамченко и руководителю Федерального агентства лесного хозяйства Ивану Советникову. Гостей сопровождал Рустам Минниханов. Лес — наше богатство. Сегодня состояние лесов, оно такое, что надо их беречь и оберегать. Вот пожарные станции, которые тоже совместно с федеральным центром мы создали, они позволяют, вот с 2010 года, у нас в 2010 году один пожар был, такой, мы ее быстро ликвидировали, нам удается удержать ситуацию. Леса занимают 5-ю часть территории Татарстана. В республике заготавливают семена с улучшенными свойствами и создают тысячи гектаров лесных насаждений. С 2012 года в поселке Лесхоз работает селекционный семеноводческий центр. Здесь опробируют и внедряют современные технологии лесоразведения. Дает огромный рост среди ели и сосны. То есть он без сучков. По соседству расположился дендрарий имени Нургали Минниханова. Сад и оранжереи объединили более 600 видов растений, в том числе тропических. Сегодня местные аллеи пополнила туя. Ее посадили федеральные гости. То, что лес может приносить пользу не только для экологии, но и для экономики, гостям показали на Сабинском деревообрабатывающем комплексе. Предприятие обеспечивает работой более 200 человек. Мы занимаемся глубокой, безотходной переработкой древесины. Древесина у нас поставляется с лесов Сабинского лесхоза. Основной вид продукции – это деревянные поддоны. Также мы продаем технологическую щепу, опилку, дрова, колотые. Виктория Абрамченко отметила, созданная инфраструктура – отличный пример работы лесного хозяйства. На этом предприятии мы увидели безотходное производство, когда в одной вертикали, в цепочке и бюджетные учреждения, занимающиеся здоровьем леса, заготавливающие древесину в рамках санитарных рубок, и производство вот такой безотходной продукции лесного комплекса. В этом, мне кажется, ключ успеха, и дальше нужно это тиражировать будет. Мы сейчас подумаем с нашими коллегами, как нормативные акты адаптировать, чтобы такие примеры появились в других регионах. С 2025 года в России должен заработать единый государственный лесной реестр. Он объединит все характеристики лесов и позволит обеспечить контроль за насаждениями. Как сегодня рассказали гостям, в Татарстане все леса уже оцифрованы. Дмитрий Аренин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Сабинский район.
Сохранение и приумножение культурного многообразия страны обсудили на парламентском форуме «Историко-культурное наследие России». Он проходит в дагестанском Дербенте. Участие принял Фарид Мухаммедшин. Участники посетили памятник VI века «Цитадель Нарын-Кала». На пленарном заседании председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, сбережение историко-культурного достояния для каждого сильного независимого государства значит ничуть не меньше, чем обеспечение национальной безопасности или укрепление экономики. Фарид Мухаммедшин поблагодарил организаторов и подчеркнул, в Дагестане мечеть, армянская и православная церкви стоят вместе. Такое отношение к религиозным святыням – форма воспитания молодого поколения. Мы убеждены, что через сохранение вот этой культуры, истории, традиций многонациональных территорий нашей страны, она как раз и направлена на то, чтобы завтра и далеко вперед это согласие, взаимопонимание, уважение друг к другу, к их истории, они превалировали. И сегодня официально завершился международный форум «Казан Digital Week». На церемонию приехал премьер Алексей Песошин. Мероприятие проходило 3 дня на Казан-Экспо. Площадка собрала 7 тысяч специалистов и 200 компаний из 30 стран. Состоялось более 100 секций и мастер-классов. Перед многотысячной аудиторией выступили почти 900 спикеров. Подписано 37 соглашений о сотрудничестве. В рамках форума прошла масштабная выставка. Свои проекты представили более 100 ведущих российских компаний. Форум предоставил возможность отечественным компаниям и стартапам продемонстрировать свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнеров, инвесторов и заказчиков. И самое главное, что этот форум он позволяет не только нам обсуждать какие-то вещи, но и договариваться по очень многим важным вещам. Форум предоставил возможность отечественным компаниям и стартапам продемонстрировать свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнеров, инвесторов и заказчиков. С каждым годом мы видим все возрастающий интерес к этой теме, особенно когда еще активнее подключился Росавтодор с федеральным финансированием. Должен отметить, что сама область знаний стремительно трансформировалась и расширилась. В Россельхозбанке стартовала акция по выпуску бесплатной дебетовой карты Union Pay или совместной карты МИР Union Pay. Выпуск и обслуживание карты будет бесплатным. Открыть МИР с карты Union Pay стало проще. В Россельхозбанке карту Union Pay можно получить бесплатно. Главное – совершить расходную операцию не менее чем на 1000 рублей в течение каждого календарного года со дня выдачи карты. Карта как Union Pay открывается и в рублях, в долларах, в евро. Она представлена самостоятельно, как карта платежной системы Union Pay, так и как бейджинговая карта, которая совмещает 2 платежные системы. Это МИР и Union Pay. В России она работает как МИР, за рубежом она работает как Union Pay. Россельхозбанк фиксирует высокий спрос на карты Union Pay. В Татарстане в этом году региональным филиалам банка выдано более 1700 карт Union Pay и бейджинговых совместных карт Union Pay МИР. Я собираюсь в следующий отпуск поехать в Египет и хочу, как раньше, платить просто карточкой. Раньше было это удобно, я брал с собой рублевую карту и платил. И сейчас такая возможность опять появилась благодаря Union Pay. Оформить карту Union Pay можно в мобильном приложении, на сайте или в любом отделении Россельхозбанка. 2 часа назад в Казанской ратуше завершилась церемония вручения премии «Аксенов Феста». Обладателями звездного билета стали сразу 3. Писатель Екатерина Златорунская, поэт Сергей Скуратовский и композитор Анна Королева. Звездный билет является главной наградой литературно-музыкального фестиваля «Аксенов Фест». Ежегодно его получают молодые таланты в сфере искусства и литературы. Сам фестиваль проводится в Казани 16-й год подряд. Он посвящен памяти легендарного писателя и драматурга Василия Аксенова, чье творчество и жизнь тесно связаны с нашим городом. Я рад, что фестиваль за эти годы открыл поистине выдающихся молодых писателей. Я очень рад, что мы сохранили ауру, атмосферу. Испытываю огромное счастье, потому что это такое прекрасное совпадение, когда в любимом городе от прекрасного, свободного, щедрого писателя Василия Аксенова через поколение получаешь вот эту награду. Фестиваль совершенно уникальный, удивительный и богатый. Богатый тем, что он дарит вообще его участникам, его зрителям, потому что именно он дает огромный источник для вдохновения. Это
Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи в 21:30. Здравствуйте! Исянмесис. В Татарстане погода вернула нас в лето. Температура повышается с каждым днем. В выходные будет очень тепло. Подробнее через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в сентябре со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки во всех районах республики малооблачно и без осадков. В Балтаси, Арске и Богатых Сабах переменная облачность, без осадков. Температура днем около 25, ночью до 9 градусов тепла. В Буинске, Апастово и Тетюшах похожая картина. Малооблачно, дожди не прогнозируют. Днем до 26, ночью до 13 градусов тепла. В Нурлате, Чистополе и Черемшане облачно с прояснениями. Осадков не обещают. Днем плюс 25, ночью до 11 градусов тепла. В набережных Челнах, Агрызе и Менделеевске переменная облачность, без осадков. Температура днем 24, ночью около 10 градусов тепла. В Азнакаево, Урусу и Лениногорске днем в среднем 24 градуса, ночью около 11. Высокие температуры продержатся в нашей республике только до начала следующей недели. Потом они будут постепенно снижаться. Поэтому стоит поторопиться и успеть насладиться прогулками под осенним солнцем. Отличный вариант – туристические города Татарстана. В Болгаре в предстоящие сутки солнечно, днем до 24, ночью до 11 градусов тепла. В Свияжске 25 градусов днем и 10 градусов ночью. В Елабуге также ясно и без дождей. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью будет около 10. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани в субботу погода будет радовать нас солнцем и летним теплом. Температура днем поднимется до 26 градусов тепла, ночью будет около 12. Атмосферное давление высокое, 765 мм ртутного столба. Ветер юго-западный умеренный, влажность около 40%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи.